Время новостей, в студии Луиза Хатуева, и вот чем запомнился уходящий день. Развитие спортивной медицины и повышение квалификации республиканских кардиологов. Я уверен, что мы поставим на новый уровень медицину нашу. Рамзан Кадыров встретился с ведущими специалистами Кавказа. Новые рабочие места и импортозамещение. Главным образом для экономики Чеченской Республики важная составляющая. В Грозном состоялась презентация биофармацевтического кластера «Магнус». Онлайн-видеоприемная. На компьютере все фамилии прописаны, любой начальник отдела, любого отдела. Можно нажать кнопочку и с любым вопросом обратиться туда. Во всех отделениях Пенсионного фонда региона начала работу новая система консультации граждан. Республику с рабочим визитом посетил глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов и член Совета Федерации Федерального собрания России Рауф Арашуков. Делегацию лично встретил глава республики. Стороны обсудили вопросы укрепления экономических, культурных и спортивных связей между регионами. Гости отметили богатый опыт Чеченской республики в создании и эксплуатации современных туристических комплексов. Руководители региона договорились о налаживании взаимовыгодных отношений. Рамзан Кадыров встретился с ведущими кардиологами Кавказа, которые прибыли в республику для участия в 6-й научно-образовательной конференции кардиологов и терапевтов. Здесь было отмечено, что сердечно-сосудистые заболевания уже много лет продолжают занимать верхние строчки в списках болезней. Рамзан Кадыров рассказал гостям, что сегодня в республике сфере здравоохранения уделяется особое внимание. Создаются медицинские центры, открываются больницы, оснащенные самым современным оборудованием. Однако наблюдается нехватка высококвалифицированных специалистов. Также Кадыров отметил, что подобные конференции способствуют обмену опытом и повышают уровень знаний молодых специалистов. Ваше участие – это очень нужно для нас. Я уверен, что вы тоже получили удовольствие от того, что вы сделали доброе дело. Потому что послевоенный регион, после военных тех событий, которые произошли, помочь этому молодежи, который хочет учиться, как вы сказали, и помочь этим людям — это тоже доброе дело. И когда ты доброе дело делаешь, и вы чувствуете, что от вас это получает от вас пользу, максимально сам получаешь удовольствие. Поэтому мы наблюдали, по телевизору смотрели, когда вы читали лекции, и радовались. И я хочу вам сказать огромные слова благодарности. И я уверен, что мы поставим на новый уровень медицину нашу, как и другие направления. Сегодняшний ваш приезд – это еще дополнительный наш стимул, импульс. И если вы будете дальше помогать нам, мы просим вас, чтобы вы помогали, чтобы мы выросли своих специалистов и нужных специалистов, направляя нам хотя бы временную командировку. Мы можем предоставить жилье, возможность создавать для них, которые именно, чтобы наших они здесь обучали и работали, пока временно. Здесь же обсудили и вопросы взаимодействия. Гости выразили готовность сотрудничества в разных направлениях, в частности, в развитии спортивной медицины и повышении квалификации кардиологов. Также врачи выразили свое восхищение преобразившейся республикой, поблагодарили за высокую организацию конференции. Участников было значительно больше, чем изначально планировалось. По словам гостей, основная заслуга такого подхода – это личная заинтересованность главы Чечни, который делает все возможное для повышения уровня оказания медицинских услуг и создания условий для врачей. Я вообще впервые здесь, вообще на Кавказе, и приятно, и мне хотелось бы в первую очередь сказать вам большое спасибо за то, что вы сейчас приняли нас, потому что это говорит о том внимании главы государства к этой проблеме. Поэтому, конечно, и мне волнительно, потому что на самом деле эта конференция была уникальная, такая образовательная. Я выражаю большую благодарность Министерству здравоохранения за такую хорошую организацию. И у меня просто пожелание, потому что на самом деле чеченский народ, братский народ для казахов, всего
Вот что вы желаете, чтобы это сбылось, чтобы над вами было мирное небо, и народ процветал, жил благополучие. Вы действительно, это не комплимент, вы действительно гордость не только Кавказа, но и всей России, как патриот, вы как образец. Мы все, как доктора, желаем вам, чтобы вы себя берегли. Потому что вы работаете очень много. Я в Инстаграме, член вот в вашем фан-клубе, я вижу, как много работаете. Вы понимаете? Дело в том, что физическое состояние человека никогда не может подчиняться его мыслям, его амбициям. Пока вы молодые, вы это как бы не ощущаете, потому что весь полностью организм полностью имеет сил. Но через определенное время уже организм будет сопротивляться. Мы хотим, чтобы вы еще долго управляли, показывали всей России, что как можно на примере одной республики создавать действительно большие достижения. Просто мы хотим, чтобы вы все очень долго это сделали, не какое-то время, поэтому берегите себя, пожалуйста. Мы как врачи вам говорим. Не навязываем вам ничего, мы очень желаем, чтобы вы себя берегли. Члены экипажа танкера «Механик Чеботарев» уже завтра будут дома. В Астрахани своих земляков ждут с нетерпением. Напомню, судно было задержано в Ливии по обвинению в контрабанде нефти 16 сентября 2015 года. Часть находившихся на борту вызволили еще в прошлом году по инициативе главы Чеченской Республики. В числе последних освобожденных капитан Андрей Крынин, а также его помощники Станислав Сироткин и Валерий Савицкий. Долгожданный путь домой для экипажа лежал через Грозный. Последнее освобождение также инициировал Рамзан Кадыров. Огромное просто спасибо Рамзану Кадырову. Мы же действительно увидели, что у нас есть братья. Братья рядом, которые могут прийти и решить суровую, тяжелую мужскую ситуацию. Вот за это низкий поклон, я думаю, от всех астраханцев. Хорошо, что вы есть. Есть такой глава. Если честно, я не могу даже себе вот представить ту радость, когда он сейчас приедет домой к своему ребенку, к своей жене, к семье, насколько это вот чувство должно переполнять. Это очень здорово. На самом деле очень только радостные чувства. Слава Богу, что все это закончилось. Спасибо всем, кто помогал. Руководству Чеченской Республики, опять же, да, это большое мужество, отвага и только теплые слова благодарности от всех астраханцев. И опять же, может быть, как от женщин, да, как от матерей, большое спасибо, что помогли. Мы вот отслеживаем сейчас буквально каждый день, там, едва ли не каждую минуту, когда они вернутся уже в Астрахань. И здесь, конечно, вот реально большая благодарность руководству Чеченской Республики за то, что вот так помогали всю эту ситуацию разруливать. Наверное, не будет границ радости их возвращению и радости родственников также тем людям, которым сочувствовал, переживал, следил за всеми этими событиями. Салах Межиев дал пресс-конференцию информационному агентству РИА Новости. Журналисты получили исчерпывающие ответы по многим актуальным вопросам исламской религии. В своем выступлении муфтий Чечни призвал не вешать ярлыки на мусульман и очернять всю религию из-за экстремистов, которые не имеют ничего общего с исламом. Религия ислам несет добро, справедливость, мир, созидание. Сейчас принято, некоторые люди называют исламский терроризм, исламский экстремизм. Это нельзя так называть, потому что мы знаем, что и в христианстве, и в иудаизме, и в других религиях тоже есть преступники, экстремисты, террористы, и никто их не называет ни христианским, ни иудейским и так далее. В исламе нет экстремизма и терроризма. Ислам – это религия мира, добра. Я бы хотел заметить и призвать всех СМИ не называть этих экстремистов джихадистами тоже. Потому что джихад – это святое. Если мы будем их называть джихадистами, то как будто мы признаем, что они находятся на истинном джихаде. А джихад – это святой ибадат, это не цель, а средство для достижения цели. Цель, она что? Придерживаться нормам, канонам ислама. Поэтому, когда мы будем называть все вещи своими именами, ваххабистов ваххабистами, экстремистов экстремистами, террористов террористами, только так будет ясность. Надо всем мусульманам России объединиться, всем муфтиям, богословам, ученым, всем объединиться. И, кстати, Союз ученых мусульман России, мы об этом говорили на
конференции в Грозном, и после принятия фетвы было принято решение о создании этого союза. Иншаллах, следующий шаг уже будет создание союза ученых-мусульман полностью Российской Федерации. Основная угроза идет от неправильного истолкования Корана и Сунны. Оттуда происходит неправильное понимание, трактовка, неправильное вероубеждение. Опасность вот этих сект, она велика, и мы говорим и будем говорить, что нам надо вместе бороться с этим злом. Также муфти Чечни, отвечая на вопросы, отметил, что ваххабизм в Чечне побежден. Стало это возможным, по его словам, благодаря деятельности первого президента Чечни, который сумел объединить народ на пути традиционного ислама. Ваххабизм, он побежден в Чеченской Республике полностью. Благодаря шейху-шахиду Ахмаду Хаджи Кадырову, первому президенту Герою России, который сплотил вокруг себя. Он же был муфтием, он же был алимом, он был богословом и стал национальным лидером и спасителем чеченского народа, и не только чеченского народа, а вообще целостности России тоже. Это тоже надо учитывать, потому что если бы огонь не был бы потушен, то не знаю, что еще мы увидели бы. Сплотил вокруг себя людей, распространил правильную идеологию, и идеологически, и в других сферах полностью война была выиграна. В Грозном появится биофармацевтический кластер «Магнус», который позволит региону отказаться от импорта медикаментов. Более того, он обеспечит рабочими местами несколько тысяч человек. Инвестиционный проект столичной администрации представили членам правительства и предпринимателям. Как прошло мероприятие и когда будет завершено строительство комплекса, расскажет Рамзан Керимов. Фармацевтический завод, научная лаборатория, медицинский центр. И это лишь часть того, что планируется построить в рамках биофармацевтического комплекса «Магнус». Проект, не имеющий аналогов на юге России, будет реализован в течение 5 лет и позволит внести весомый вклад в программу импортозамещения. Совокупный же объем инвестиций составит 16 миллиардов рублей. Мы знаем, что доля импортных поставок лекарств превышает 80%. Но здесь сразу вопрос, что да, это импортозамещение. Значит, и рабочие места. Это главным образом для экономики Чеченской Республики важная составляющая. Продукция, выпускаемая предприятием, обеспечит население высококачественными медикаментами. Помимо всего прочего, завод будет выпускать лекарственные средства для ветеринарии. Производственная мощность составит 500 миллионов упаковок препаратов ежегодно. По словам инвесторов, Чечня – регион уникальных возможностей и перспектив. Поэтому выбор в пользу нашей республики для реализации столь масштабного проекта неудивителен. Во-первых, очень комфортные условия для инвестиций, и глава Чеченской Республики их неоднократно, подчеркиваю, создает, и с каждым годом здесь все проще и проще работать с инвестиционными проектами. Это первый момент. Второй момент – это очень серьезный стратегически важный момент границ для Российской Федерации. Если углубиться в фармацевтический бизнес, то крупные логистические центры производства все в основном сформированы вокруг Москвы, или в Москве, или это Санкт-Петербург, то есть это практически север. И создавая здесь фармацевтические производства, очень удобная логистика. Таким образом, мы очень близки к различным странам поставки наших лекарственных средств в будущем для бывших стран Советского Союза или еще пойдем дальше, Аравия, Персидский залив и так далее. Строительство кластера станет хорошим подспорьем для чеченских студентов и аспирантов. На базе центра у них появится возможность проводить исследовательскую работу с использованием передовых технологий. Приняли решение в рамках создания своего центра научного сформировать центр коллективного пользования, куда привлекать научных сотрудников Чеченской Республики, а также давать возможность студентам и аспирантам Чеченского госуниверситета проводить там исследования, защищать и отрабатывать дипломные и диссертационные работы, что, в принципе, позволит нарастить и научную базу,
в республике и позволит, так сказать, студентам проводить уже прикладные исследования на хорошем высокотехнологичном оборудовании. По словам представителей власти, результатом реализации инвестиционного проекта станет большой прорыв экономики республики. Это отрадно. Хочу поблагодарить главу Чеченской республики Рамзана Ахмадовича Кадырова, который, в принципе, одобрил то, что тот инвестиционный проект, это площадка на территории нашего Гродненского муниципального района. Огромные финансовые вложения. И, в принципе, в течение 5 лет это будет большой прорыв биофарматехнологии. Отсутствие административных барьеров и заинтересованность руководства республики. Эксперты уверены, благодаря именно этим двум факторам Чечня сегодня один из самых инвестиционно привлекательных регионов. За последние годы объем инвестиций в экономику Чечни вырос более чем в 12 раз. Реализованы масштабные проекты в сфере строительства, промышленного и агропромышленного комплексов. Реализация же проекта биофармацевтического кластера «Магнус» позволит создать до 2500 рабочих мест и станет еще одной важной вехой в социально-экономическом развитии Чечни. Рамзан Керимов, Шамиль Саламов. Новости. В республике ведется активная борьба против коррупции. Для противодействия взяточничеству функционирует специальная межведомственная рабочая группа. Проводятся и многочисленные профилактические беседы с жителями региона, так как часто именно попустительское отношение людей к этой проблеме открывает для нее новые возможности. Алхазур Керимов подробнее. Работы много, вместе с тем немало и раскрытых преступлений. С началом этого года отделом МВД по противодействию с коррупцией выявлено 110 уголовных преступлений коррупционного характера. Сотрудник нашего подразделения выявлен 50 фактов получения взятки, статья 290, и дача взятки 32 преступления. Проблема в том, что люди, наше население охотно не хочет обращаться в органы внутренних дел с заявлением. По каждому факту это гражданский долг. Причина знаете в чем отказа? Потому что у всех вопросов, потом им надо ходить по судам, они не успевают. Без заявления доказать этот факт будет очень трудно. На протяжении многих лет противодействие коррупции – одна из приоритетных задач государства. Об этом не раз заявлял и Рамзан Кадыров. С каждым годом работа в этом направлении только усиливается. Тем не менее, нарушители встречаются. На сегодняшний день выявлено за 9 месяцев 2016 года более 10 тысяч коррупционных правонарушений прокуратуры республики. Вынесены за подписью прокурора республики и прокуроров районного звена акты прокурорского реагирования в целях их устранения. Необходимо здесь понимать, что это не только преступление, это также нарушение законодательства о государственной службе, о муниципальной службе, о бюджете, о государственных закупках и непосредственно самого антикоррупционного законодательства. Всего выявлено за 9 месяцев 2016 года более 130 преступлений коррупционной направленности по республике. Из них 24 преступления связаны с получением взяток. Коррупция беспокоит общество достаточно давно. Первым борцом с ней на Руси можно считать Ивана Грозного, который наказывал жестко, но эффективно. Преступника ждала смертная казнь. Один из таких случаев произошел в 1556 году, когда казнили дьяка, который, как приводится в хронике, гуся нашпигованного монетами принял. Слишком большой посул взял. Теперь же подобные проблемы решаются иными, более гуманными методами. По статистике, коррупционные нарушения больше всего встречаются в бюджетной сфере, но последние годы картина немного изменилась. За 9 месяцев 2016 года выявлено порядка 230 преступлений, а в том году было 205 преступлений коррупционной направленности. Но существенно изменилась их структура. Почему? Потому что в условиях финансового кризиса финансирование стало меньше, и теперь на смену хищениям пришли такие моменты, как преступления, связанные со взяточностью. Почему это произошло? Это не потому, что их стало больше или меньше совершаться, а потому что правоохранительные органы переориентировали свои усилия на сферу, которая, скажем так, на сегодняшний день более актуальна. В прокуратуре функционирует специальная межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия коррупции. Туда входят руководители всех правоохранительных органов и органов исполнительной власти. Усиленно проводится и профилактическая работа. Как отмечают в МВД, коррупция чаще всего встречается в сфере медицины и образования. Именно там выявлено большее число подобных преступлений, в том числе и самая крупная взятка с начала года – 140 тысяч рублей. Технику профессиональной технологии и права. Замдиректора этого образовательного учреждения получил от некой гражданки за устройство на учебу этого учреждения на 3-й курс он зачислил 140 тысяч рублей. Это самая крупная сумма в этом году, которую мы выявили.
Суд назначил преступнику штраф в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей. Более того, лишили права занимать руководящую должность на 1,5 года. Алхазур Керимов, Мансур Саев, Джамал Хаджалиев. Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжает свою благотворительную миссию. Благодаря его поддержке еще 2 жителей региона смогут получить квалифицированную помощь специалистов. Все подробности в следующем материале. В 2015-м жизнь Мединет Урузбеевой в одночасье разделилась на «до» и «после». У женщины выявили рак молочной железы. Была проведена сложная операция. Болезнь, казалось, отступила. Однако спустя год произошел рецидив. Сегодня Мединет снова требуется операция, на проведение которой у семьи нет средств. На помощь ей, как и сотням тысяч других тяжелобольных людей, пришел региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. На лечение خيل أيماننا تنكنت رمزانا إيش هالفوندي أبرتي تسدين اشتغل عيش شاتر دا دكن سبيقا بويل سان مصوبوسور سكنا إيش دي أشان ودي أش حبوش رو هالفوند تخل عيش شاتر ديلريز خيل سان دا ميلي دليل سان وزن دي سار ميل حيوك شتيك ساعت خدوه ميل ليل وشتيك. На днях женщина сможет выехать в одну из ведущих онкологических клиник Волгограда, где ей будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Возможность выехать на иногороднее лечение появилась и у жительницы Нажаюртовского района Аманат Дакаевой. 2 года назад у нее обнаружили рак кожи. Выехать на лечение в другой регион женщине мешало тяжелое материальное положение. Благодаря поддержке регионального общественного фонда они, как и тысячи других людей, смогут продолжить дальнейшее лечение. Значит, появилась надежда, что домой они вернутся здоровыми. Седа Сапарова, Хавайдиева, Булат Баканаев и Зелим Закаев. Новости. В целях повышения качества обслуживания населения во всех отделениях пенсионного фонда по республике начала работу новая система онлайн-видеоприемная. Она не имеет аналогов в России. Консультация граждан проходит в режиме реального времени. Задать интересующий вопрос может любой желающий. Нововведение оценила и Хавайдиева. В этом году в феврале месяце была произведена индексация пенсии, но пенсия не изменилась. Размер пенсии, если у вас 6500 рублей, плюс индексация 4%, то есть это абсолютное выражение, 260 рублей добавляется к размеру вашего пенсии. Соответственно, ваш размер пенсии доводится до 6760 рублей. И государство вам, доплачивая, доводит вашу пенсию до прожиточного минимума. Вопрос повышения пенсии для Розы Юсуповой один из ключевых. Почему после индексации она осталась на уровне прожиточного минимума, жительница Грозного смогла узнать не от сотрудников пенсионного фонда, а лично управляющего. Новая система мне, честно говоря, очень понравилась. Доступность самое главное пенсионерам. Пришел любой, если у тебя какой-то вопрос, я видела на компьютере все фамилии прописаны, любой начальник отдела, любого отдела. Можно нажать кнопочку и с любым вопросом обратиться туда. Естественно, получаем полный ответ. Мне очень это понравилось. Рейс ходук масу пенсионерша. Система видеосвязи была создана в первую очередь для удобства граждан. Так, если клиент посчитал, что не получил полного ответа от сотрудника клиентской службы, он может напрямую связаться с руководством в режиме реального времени. Оценить нововведение уже смогли пенсионеры во всех 20 районных службах. Вот эта система, она создана в дополнение к тем уже работающим механизмам приема граждан и обслуживания, которые уже существовали для удобства, для максимально быстрого решения того или иного вопроса. Она не имеет аналогов по России, она работает во всех управлениях по всей республике. Реализация такого проекта позволила не только повысить качество обслуживания клиентов, она также сделает предоставление консультативных услуг максимально быстрым и полным. Хавайдиева, Хамзат Аюбов и Юсуп Успанов. Новости.
Грозный посетили ведущие сотрудники Федерального центра сердечной сосудистой хирургии из города Астрахань. В течение нескольких дней они будут делиться своим опытом с чеченскими коллегами. Врачи обслуживают население субъектов СКФО. Оказывая высокотехнологичную медпомощь, они провели уже десятки тысяч операций. Группа медиков встретилась с уполномоченным по правам человека. Нурдин Ухажиев рассказал гостям о высоком доверии чеченских пациентов к Астраханскому центру. Он также отметил большое внимание главы Чечни к вопросам оказания медицинской помощи жителям республики. От души желаю вам не только успехов в своей работе, вам здоровья, чтобы вы могли дальше уже лечить нас и сотни тысяч других, кому вы возвращаете веру, конституционную справедливость. Человек имеет право на качественную медицинскую помощь. В ходе встречи стороны обсудили ряд рабочих вопросов. Врачи помогут омбудсмену в проведении специального мониторинга. Правозащитники изучают качество оказания медицинских услуг как внутри региона, так и за его пределами. Закончилась встреча торжественно. От общественной комиссии Нурдин Ухажиев вручил медикам награды. Главный врач центра получил орден за гражданское мужество. У нас есть рабочие отношения, когда уполномоченный по правам человека, он приезжает к нам в центр, и он общается со своими гражданами из Чеченской Республики, спрашивает их. То есть он непосредственно общается с обычными простыми людьми. И мы улучшаем отношение этих людей к жизни, отношение людей к медицине. То есть это наша общая работа. Свое 8-летие отмечает социально-реабилитационное предприятие «Грозный». В честь знаменательной даты для членов общества глухонемых организовали праздничное мероприятие. Виновников торжества ждали многочисленные сюрпризы. Обо всем по порядку наш корреспондент. Этих девушек объединяет один мир. Мир, где нет звуков и слов. Их язык – язык жестов. Представительницы чеченской организации общества глухонемых сегодня отмечают 8-летие со дня создания социально-реабилитационного предприятия «Грозный». Министерство труда Чечни организовало для них праздник в одном из столичных кафе. Поздравить виновников торжества приехали и официальные лица. Наше предприятие начало функционировать с января 2008 года. За этот период было здание настолько разрушено, что специалисты говорили, намного легче построить новое здание, чем его восстановить. И тем не менее, это предприятие восстановлено на удивление всем. Благодаря главе Чечни уже 3-й год члены общества глухонемых трудятся в новом, полностью реконструированном здании, где созданы все условия. В самом предприятии функционирует несколько цехов – швейный, мебельный, телемастерская. Создано около 30 рабочих мест. А продукция швейного цеха нашла рынок сбыта в лице республиканских организаций и ведомств. Сегодня они получили еще один подарок от руководства региона – денежные поощрения в честь дня создания предприятия. Помимо этого, очень басна участвовал, что судеешь, материальные помощи, конечно, один да, убит хирургию, а надо было поговорить о этом. Руководство региона уделяет особое внимание нуждам лиц с ограниченными физическими возможностями. В республике создаются все условия для их реабилитации и трудоустройства. Спасибо большое Рамзану Ахматовичу за внимание, которое он нам дарит всегда. Это очень важно для инвалидов, а мы каждый день это чувствуем на себе. Большое спасибо за сегодняшний день, мы это надолго запомним. Праздничное чаепитие закончилось памятной фотографией. В конце встречи исполняющий обязанности руководителя социального ведомства озвучил еще одну приятную новость. В ближайшие дни для девушек организуют поездку на высокогорное озеро Кизиной-Ам. Казажат Гугуева, Вазраил Ларсанов. Новости. Грозный в ожидании самого престижного клубного соревнования по дзюдо «Золотая лига». Напомню, за право проведения чемпионата также боролась столица Португалии Лиссабон. Турнир пройдет 17 декабря в спортхолле «Колизей», в рамках которого примут участие 8 мужских и 8 женских лучших команд со всего Старого Света. Нашу республику будет представлять клуб «Эдельвейс». Проинспектировать ход подготовки к предстоящему спортивному мероприятию приехала комиссия Европейского союза дзюдо. Гости оценили подготовку спорткомплекса, интересовались условиями проживания участников и процедурой взвешивания. По их словам, спортхолл «Колизей» отлично подходит для проведения турнира столь масштабного уровня.
Мы в особенном месте в Чеченской Республике, в Грозном. И лучшие спортсмены Европы сюда съедутся в декабре. И для того, чтобы организовать наилучшую презентацию нашего вида спорта. Здесь у нас для этого есть все хорошие условия, и нам нравится в этой арене. Она довольно необычная для нас, для проведения наших соревнований, но команда замечательно работает и делает все возможное, чтобы провести все на высочайшем уровне, и на данный момент мы довольны. В рамках 1/8 финала Кубка России по футболу грозненский Терек на своем поле принимал футбольный клуб Уфа. С первых секунд встречи игроки нашей команды завладели преимуществом и провели несколько перспективных атак для взятия ворот. Однако, на удивление многих, счет в игре открыли гости. После удара Сильвестра Игбуна мяч рикошетом от капитана грозненцев Резвана Уцеева влетел в ворота. После пропущенного гола футболисты нашей команды активизировались и не раз могли сравнять счет в матче. Однако сделать это удалось лишь на 54-й минуте. Посланный мяч албанским легионерам Адисе Роши с помощью рикошета свалился за шиворот голкиперу гостей и оказался в воротах. Всем игрокам Терек продолжает подает и гол! Все-таки забивает Терек, и рефери показывает. В основное время матча команды не сумели выявить победителя. Имея массу моментов, футболисты нашей команды не смогли выйти вперед. Также счет оставался неизменным и во время 2 дополнительных таймов. В послематчевой серии пенальти более удачными оказались футболисты из столицы Башкортостана, переигравшие Терек со счетом 4-3 в пробитии 11-метровых. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами.